Вы поиск трансфер для быстрой и качественной транспортировки груза. Для подачи заявку на машину оставьте свои контактные данные внизу. Обесцвечивание. Короче, мына жерге келіп ұқсап қойғыр, короче. Стартапер. В общем, начинающий бизнесмен болғандықтан. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Иногда плюс-минус лям будет там. Баласы. Мынандай қатынамайсың деп айтқан. Папа скоро будет делать. Всем привет, я Асем Құралбекқызы. Сегодня мы проводим интервью с господином Шыңғысом. Не смейтесь, да? Привет, Шыңғыс, как дела, как жизнь, как настроение? Привет, очень нормально, очень хороший. Потому что у меня сейчас интервью идет по-русскому языку. Здесь прикол в том, что я тоже вместе не знаем по-русски. Мне тоже очень интересно, как идет это. В общем, хороший. Как видишь, мы говорим на одном языке, да? Да. И поэтому ты меня прекрасно понимаешь. Я понимаю. Ты вообще-то ожидал, что ролик станет популярным? Даже я не ожидал такого просмотра, такого достижения, доедет до эфира, до Таймса. У меня такого ощущения, смысла вообще не было раньше. Когда я снимал первый раз, не было. Чья это была идея? Эта идея была, мы научили на этой схеме бизнес-постав. Нам туда задача дали, наши кураторы. Тупо надо снимать ваши свои бизнесы на видеоролики, рекламные ролики. И мы свои мнения не добавили туда, и мы просто так сделали, и снимали, текст написали вместе, команда. И потом мы снимали. В общем, с командой был. Кто именно написал текст? Потому что ты вообще не умеешь. Текст я сам написал с командами. И просто так мы переводим на русский язык, и все. Который мой друг знает, он по-русски, я ему попросил на это слово просто так переводить на русском языке, и все. После видео тебе было больно или стыдно? Что ты чувствовал? Первый раз, да, это было что-то стыдно, не стыдно, там, что-то некомфортно, там, все знает, все там семей на тебе смотрит, там, прикалывает, весь колледж, я в тот момент научил в колледже, все колледж знают, все колледж, ну, короче, кулет, короче. Здесь мой по-русски не хватает. Они все снимают этот клуб, нет. И в том моменте что-то 2 или 1 неделю более там стыдно, чуть депрессивное состояние, потому что все люди знают, все сфоткаются, это состояние для меня не дискомфортно там чувствовать. После 2 недели уже как нормально было ощущение. В общем, нормально стало. После 2 недели ты чувствовал себя звездой? Да, более-менее, да. Это мое понимание, звезда разделить какой-то типа. У кого-то там свой талант, у кого-то какие-то достижения. А мои видео снимали просто так. И на этот Инстаграм кетті бағана. Тупо звезда. Это салыстыруға келмейтін звезда болып кетті да. И мен ойымда ондай звезда вообще не было. И поэтому мне что-то дискомфорт был. Не ощущал вот такого состояния. Я вообще не ощущал. А ты читал вот комментарий? Я читал. В тот момент половина сказал: почему ты не разговариваешь на казахском, почему ты не снимаешь на казахском языке. Я здесь хочу тоже сказать, на этом видеоролике есть 2 варианта. Первый казахский, а второй на русском языке. Здесь на русском языке просто много просмотров, и поэтому русский язык, там видео, там он много популярнее был, чем казахский язык.
Ну, вообще, на 2 языка снимали вместе. Мне кажется, ты очень смелый. Я в тот момент я не узнал, просто я не узнал, который как должен правильно снимать на русском языке. Вот видите, прикол в том, что я не узнал. Если я узнал, как ты должен правильно снимать, я в тот момент я снимаю на этот видео. А я не знал, поэтому я в тот момент думал, я правильно снимаю, я правильно разговор на русском языке. Ты даже не знал, что у тебя есть акцент? Я не знал там. Да, После этого, как заканчивать роль, как заканчивать монтаж, все процесс мне показывали. Что-то не так. Все-таки ты выкладываешь. Да. Да. Это смелше. Ну да. Думаю. Для меня. Вот после этого ролика ты вообще не снимал ничего. Почему? Почему тебе пауза? Почему? Или ты до сих пор сидишься, или тебе обидно, или у тебя вот уверенность упал? Ничего не упал. У меня, когда был по работе, я тут после этого видео я только что на стартапер был. Стартапер. В общем, начинающий бизнес болғандықтан, у меня там много работы был, во-первых. Во-вторых, я там прилетел в Алмату, здесь адамдарға үйрену керек, там не ету керек. Скоро буду я снимать еще дальше. Тоже так же видео, но по-другому локация, по-другому ролики будет. Вот диалог буду снимать, но я думаю, после этого видео, почему я не снимали? Потому что я өз-өзімізді құнсыздандырып, короче. Обесцвечивать. Короче, мына жерге кесіп ұстап қой керек, короче. Короче, сөйтті, короче, идея нету, что-то нету, там, желания нет было. И, короче, вот такой был. У меня к тебе совет, не падай духом. Шыңғыс, что ты сейчас делаешь, чем ты занимаешься? Давай поговорим о работе. Сейчас занимается сфера грузоперевозки, логистика. Логистика, он занимается несколько типов. Авиа, авто, ЖД, там, ну, такие, да, морской. Эта сфера именно автологистика, автомобильный грузоперевозка, международный, с Казахстана на Россию, из Китая на Казахстан, вот такие, да. Мы возим основной грузы, большой объемный, большой габарит. И вот мы занимаемся, то есть, можно так сказать по-русски, работаем для народа, помогаем людям. Вот мы сейчас из Казахстана на Россию, из Китая на Казахстан тоже, на Россию, на Европу возим грузы. Помогаем людям, чтобы доставить грузы от точки Б точки под ключ, все можно сделать. Вот. Вот мы сейчас видим вот КамАЗы, машины, да? Как ты управляешься? Смотрите, я когда начал на этот бизнес, у меня даже не КамАЗ, категории не было, права не было. В тот момент я начал. Здесь все легко, все просто. Если у тебя есть желание и у тебя есть возможность, я управляю основной через онлайн. Например, да, сейчас у нас здесь съемка идет, у меня на Москву погрузка идет еще. А я на Москву тоже на телефон буду управлять. У нас свои команды есть, свои там перевозчики, знакомые, да, они возят мои клиенты, а у меня там постоянные клиенты есть там. Короче, я решу проблему с клиентом, я решу проблему с водителями. И вот моя проблема решить это два человека. И их соединить, короче, соединить платный. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Это у кого-то много, у кого-то мало. Я думаю, этот вопрос можно остается тайна. Нет, почему? Нет, не знаю, как я буду зарабатывать.
Ну, иногда плюс-минус лям будет там. Больше лям будет, иногда меньше. Вот так будем работать. После ролика у тебя больше, да, зарабатывать или меньше? Или Смотрите, я больше на этот бизнес, я был 3 года грузчиком был. С ночью 10 начинаем до утра, там 5-6 мы товар выгрузили. И в тот момент я начал разговаривать с водителями на этот бизнес, как идет вообще. И в тот момент мне идея пришло, и потом я начал. До этого я был 3 года грузчиком на рынке автонов, знаете. ты из Шымкента, да? Да, из Шымкента. Ну, у тебя русский классный. У меня русский не классный, у меня просто основной речь идет на русском языке, сфера грузоперевозка. У нас клиенты, водители все на русском разговаривают. Там, когда я начал, мне сложно было разговаривать. Это через перевод, Google перевод я разговариваю с водителями, с клиентами, да. И сейчас уже я не полностью, половину знаю, половину не знаю. Это как словарный слово знаю, только разговор не совсем. Вот такой на русском. Шыңғыс, давай поговорим о личной жизни. Ага. Что там? Какие успехи? Личная жизнь, дай Аллах, скоро будем жениться. Мне сказал, когда я купил за себе первый миллион айфоны или свои машины, да, я 2 раза я услышал на это слово с отца. Он мне когда купили, баласы, надо қатынамайсың, папа скоро будет делать эту вещь. Личная жизнь так идет вообще. Сейчас скоро женится, да, Аллах. Какая у тебя девушка? Ох, у меня девушка. Он в Казахстане нет вообще. Да? Да. Красотка? Красотка. Красотка, вообще красотка вам. У меня девушка... еще вот такой интересный момент есть. Когда познакомился с своей девушкой, он сначала моей клиенты был. Вот вместе заявку работали, и потом хорошее общение идет. И там, как в принципе совпадает, характер все совпадает. И после этого мы познакомились, все нормально. Моя девушка, он классный, хорошо понимает, красавица. Понимает тебя или по-русски? Меня, короче, хорошо понимает. И еще он на китайском разговаривает, на казахском, на английском, у них проблемы нету. Мне себе, как сказать, я сам учили в коридоре, не класс. Поэтому у меня проблемы с языками, а у меня девушка нет. Ты счастлив вообще? Да. Да. Почему? Потому что этот өмірге бір рахат келгеннен кейін бақытты өмір сүру деп ойлаймын. И ол солай болу қажет, мое мнение. Здесь по-русски слова мне не хватает, я могу сказать. Философ стоит здесь, да, но не смогу, не хватает по-русски. Шыңғыс, вот у меня последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее? На будущее мои планы вообще так. У каждого людей своя миссия. Когда нам мы родились, в тот момент нам Аллах Тағала дали свои, каждый люди, там должен быть миссия, да? У меня своя миссия там хорошую, лучшую качество сделать в сфере грузоперевозки с Казахстаном. Когда в тот же момент помогает люди, которые с перевозчиками, и помогает люди, свои клиенты, чтобы они грузы без проблем, без задержки, без этого, без ничего, там все нормально приехали, да, доехали. Тоже так же наши перевозчики, я хочу ему помогать, чтобы хорошие грузы были, хорошие фракты были, доставили, у них тоже заявки были, да, и я ему помогали. Здесь речь не о деньгах идет,
Здесь мне вчера одну водитель сказал, короче, он говорит, научи меня на этой сфере логистики, как вообще идет элементарно, они не знают документация, документооборот по безналу не может работать, они, да. Я хочу ему помогать, чтобы как эта сфера и как этот процесс все идет. Да? Я знаю на этот, не достолько, но я ему помогаем. Я думаю, моя миссия этого. И потом в казахе есть такое слово. Не казахе, с бизнеса. Ты у кого-то решаешь проблему, у тебя будут деньги. Ты то есть сен проблема решить, сенде ақша болады сияқты. Сначала у кого-то надо решать проблему, у кого-то решать там, кому-то надо помогать. Вот моя миссия помогать своим клиентам, чтобы они груз во время кешікпей, ұрмай, сұрмай, не спортно, не целсы сағрысы доехали. И тоже так же с перевозчиками, да. Моя миссия вот этого. Почему? Потому что с водителями у них жалпы водительдің артында семьясы бар, без бала-шағасы бар. У каждый водитель, если 100 водителей помогают, там этот көбейтсең 500 человек помогал, да. Я думал в тот момент, я счастливый, я у кого-то помогал, у кого-то там этот, ол жұмыс жасаған кейін семьясын ақша алып барады деген сияқты, через нас идет. И сол нәрсеге себепкер қылып қойған Аллах Тағала шүкіршілігім артып. Это у тебя миссия, да? Да, у меня миссия. В будущем ты хочешь научиться по-русски говорить? Мне кажется, мы живем в Казахстане, да? И мы же русский язык как-то второй уже, да? Ага, я вас понял. Смотрите, вообще я хочу учить все языки, но я хочу учить все языки, но не акцент. У меня акцент, думаю, для меня это нормально. Я уже как айтады, беті ашылып кеткен адам ретінде, это для меня уже нормально. Кто-то клюет меня, когда на русском разговариваю, все на меня смотрят, и культ поставят, это уже для меня привычка, для меня это нормально. Я хочу учить на все языки, но не акцент. Но если получится с акцентом, хорошо будет, но тогда это лучше. А если не получится, то мне это особо разницы нету. Спасибо за интервью. Спасибо вам тоже. Приятно побеседовать с тобой. Понравился ли вам ролик такого формата? Снимать дальше видео в таком роде. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания. Сәлем збирала. Мынадан сұхбатты ден алып берсең ба? Мына жердегі осы таңғалып отырған да екі қазақ не істеп? Не орысша сөйлей алмайды, не қоймайды. Все, да? Күшті болды. Күшті болды. Сән, жам, братцы, молодец. Өзіміздің ұятымыз осылай жеңбесек. Сөз ұйқасы барады ма, ұйқасы алған жоқ. Ана басындағы сөздің соңындағы сөз біріне кемейттейсің. Орысша білетін нормально? Орысша нормально білетін? Әсет сөйлетсің ба? Сұхбат орыс тілінде болды, күшті болды. Енді комментарияға өздеріңіздің не айтқыларыңыз келеді, біз рұқсат етеміз, жазыңыздар. Бірақ біз өзіміз комментарияға не айтқыларыңыз келеді, жазыңыздар. Біз бәрін көтереміз, түсінеміз. Ең бастысы біз өзіміздің ұятымызды жеңдік, иә? Шыңғыс, біздің орысшамыз қандай? Айтшы, уровень ба? Автолога біздің орысша. Шыңғыс маған қазір айтып жатыр, біздің орысша емес, басқаша орысша дейді. По-другому у нас языки, не русский язык. Смешанный, ма? Да, смешный, более прозрачный. Саған қалай сұхбат ұнады ма? Да, мне очень классно, очень понравится. У меня первый раз на русском языке интервью.
В общем, крутойсың ғой, Да. Шыңғыс. Вы тоже. Мен просто орысшам жетпей қалды да, көп нәрсе айтқым келді да, қазақша айтқым келген жоқ. Өйткені бұл деген барьер ғой, орыс сөйлей алмайтын тілде сөйлеу, бұл деген барьер, ұят емес. Сондықтан да алматылықтар күлмеңдер, керісінше біз қайта тырысып жатырмыз, иә, көп тіл білген дұрыс. Біз 99% қазақ тілінде сөйлейміз, бірақ 1% бүгін Шыңғыстан интервью алдым. Шыңғыс, сен молодецсің ғой, білесің ба, сен нағыз ер азаматсың, сен бәріне Спасибо. үлгі болуың керек. Жарайсың. Рахмет, бауырым. Давай. Ой, дейді. Біз қоштаспаймыз, не дейді? Кездескенше, до встречи. До встречи. Екінші сұраққа қойса. Қарасай. Я. Сәл көтерші. Түсір. Сотка жағын түсір. Чуть-чуть сол жағын. Я. Понравился ли вам ролик такого формата? Жыбырлатпаш. Мен ана қарап, мен қалай оқимын менен. Сон қимдатпа. Понравился ли вам ролик такого формата? Снимать... Ты көрсетші, Асель! Снимать дальше видео в таком роде. Оставьте... Көтер ана, нені көтерші? Жоқ, суфлерді көтер. Оставьте что? Көтерші суфлерді. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь.